Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в Национальном музее Республики Башкортостан. Меня зовут Камалиева Гульназ. А тема нашей видеоэкскурсии посвящена вхождению Башкирии в состав русского государства. В середине XVI века состоялось добровольное вхождение Башкирии в состав русского государства. Встретились два мира, различавшиеся не только по формам ведения хозяйства, но и по формам собственности на землю, а также по обычаям, традициями, по культуре в целом. Башкирские племена и роды русское подданство принимали в течение второй половины XVI века. Об этом говорится в их родословных Шежере. В одном из Шежере сказано, что они бурзянского, кипчакского, тамьянского и усерганского племен по призыву ездили в Казань к царю Ивану Васильевичу по принятии родами подданства. В Шежере вносились имена предводителей родов по мужской линии, включали сведения об исторических событиях, о важнейших фактах жизни родов и племен, встречаются сюжеты героического эпоса и писем. Знание родовых Шежере считалось обязательным. Каковы же были условия вхождения башкир в состав русского государства? Правительство Ивана IV гарантировало башкирам защиту от притязаний ногайских и сибирских ханов, от вторжения внешних врагов, невмешательства во внутреннюю жизнь. За башкирами сохранялись их вотчинные права на землю. Башкиры же обязались нести военную службу, платить налог и сак. Платили башкиры и сак пушниной, лошадьми, медом, позднее деньгами. Таким образом, в середине XVI века в Евразии состоялось важное политическое событие – добровольное вхождение Башкирии в состав русского государства. В результате территория страны значительно расширилась. Это способствовало усилению русского государства. Башкиры получили возможность спокойно жить и заниматься хозяйством. Было покончено с территориальной и политической раздробленностью башкир. Это способствовало их этнической консолидации и укреплению как народа. В последующие века башкиры, верные договору о добровольном вхождении в состав русского государства, участвовали в военных походах, совершали подвиги во славу общего отечества.